Прямое выступление по развивающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки проводила Российский университет дружбы народов, как спикер выступал, и там мне вопрос задали, что случилось у вас, почему президенту Российской Федерации, вопрос так стоял, отказывают, чтобы старую госдачу по новой имел, вот как простой народ понимает, а мы здесь обсуждаем, спорим друг друга и так далее, что мы не выступаем против России. Но по факту уже получилось так, что негативный фон создан в обществе. Это первое, что я хотел сказать. Второе, вот то, о чем вот Давид Чечевич сидит, я слушал внимательно выступление. Опять же, было больше эмоций, конкретные факты, которые ставит министр юстиции. Я слушал и СМОР, и других, и третьих, там частично соглашаются, не соглашаются, то улыбаются, то спорят. Но реально не было ни одного пункта сказано, по которой это невозможно соглашение подписать. Да, выступают, нужно наказать кого-то, но это я считаю вторую степень вообще, это могли подготовить в России наши специалисты. Ошибки всегда бывают, возможно, это осознанно, неосознанно, это вопрос формальный. По большому счету, по Абхазии это сильно бьет по имиджу Абхазии, прежде всего сказать. В принципе, исправлено, но понимаете, когда в общество выкидывают, пользуются старым вариантом, они даже по телевидению говорят, мы не знаем эти правки. Если вы не знаете, это не означает, что нет правок. Потом здесь говорили по поводу неправительственного сектора. Я внимательно смотрю, иногда смотрю, извиняюсь, передачи. Там наши местные, уважаемые люди, молодежь сидят, ну, школьники разные, и читают им лекции про госдачу, про это, про отчуждение. А там не сказано было, дается в аренду долгосрочный срок. Нет, это продается. Вот такие вещи, когда говорят, это дети, не только дети в обществе, все воспринимают неверно. Поэтому надо вот по передачам тоже надо иногда делать. Тут Олег Алексеевич, я с вами согласен и говорил, здесь все говорили, что нужно все-таки использовать законодательные рычаги, конкретные. Конкретные у нас законодательство позволяет, это не означает, но хотя бы в этом плане мы защитим свою молодежь от неправомерных действий. Не только у нас в Московском госуниверситете, Санкт-Петербургском университете, ученые, научно-исследовательских институтов, сколько человек сегодня, как российские не предатели, называют там иностранные агенты, их рассматривают, судья. Одного судили сейчас, там очень известного ученого, второго. То есть хотя бы это будет профилактика для того, чтобы наши дети не попадали в руки недобросовестных, можно сказать, и так далее. Но при этом мы должны четко от себя давать отчет в том, что были проекты, которые начались еще в конце 90-х годов. Я тоже ездил один раз там в Шлянинский процесс и так далее, там командировочные платили, это было 99-2000 год. И тогда вопрос поставили наша делегация, согласие президента первого, Владислава Григорьевича Ардзинба, после приезда, филиал фонда Сороса здесь создали. И учебники школьные выпускали, помогали всякие социальные проекты под контролем государства. Вот что я хотел, почему отметить. Потом постепенно это превратилось в свободу действий. Контроль, по-моему, пропал, не знаю, в каком периоде это произошло. Было, когда это закрыли, это хорошо, но последующие появились другие. И поэтому там книга вышла совместная, там и грузины участвуют, абхазская сторона, наши ученые участвуют. И всех под одну гребенку нельзя, я в этом плане хотел сказать. Там как научное исследование книга вышла полезная, весь мир пользуется. Вот это у нас трансграничная торговля с Грузией, там 4% внешнеторгового оборота выведено. Официально мы этим пользуемся, но это публично, официально сделано, и это не скрываемое. Поэтому адресно надо подходить вот таким вопросом. Без моей подсказки, вы прекрасно это знаете, тем более много чего мы не знаем в этом плане. И поэтому выступление зампредседателя СГБ, я наоборот считаю, что это полезное выступление, это предупреждение всем нам, которые где-то кто-то решает, чтобы мы не допускали неправомерных, необдуманных действий против своего государства, против своего народа. Вот так надо рассматривать. И потом любые межгосударственные соглашения.
которые заключены. Это, Олег Несторович, я постараюсь со своей стороны вам ответить, что у нас безопасность и так далее. У нас после заключения договора с Российской Федерацией, вот о создании военной базы, слава Богу, люди перестали исчезать, погибать, и мы стали спокойно работать. Кто где работает и так далее. В этом плане безопасность граждан и государства в общем защищена. Но дальше по экономическим вопросам у нас 2014 год. Вы прекрасно все знаете, как подписывался договор. Были часть граждан Абхазии, перекрывали дороги, не пускали нашу делегацию. Тогда, 2014 год. А сейчас, когда высказываются наши уважаемые граждане, которые тогда подписывали, были у власти в том числе, сегодня выступают против формирования общего экономического и социального пространства между Абхазией и Россией. Потому что заключен договор в 2020 году, называется программа формирования в соответствии со статьей 4 того соглашения. И почему удивляются, что мы совместно гармонизируем наше законодательство, все это там изложено было. Мы идем... Это изложено в договоре 4 ноября 2014 года. Правильно, согласен. В исполнении этого закона, поэтому я выступаю везде это и говорю, но это я говорю, конечно, перед иностранной аудиторией, которые это не в курсе, наши внутренние разборки, я же не говорю, я говорю, что это в пользу. И потом иностранные инвестиции возникают, российские инвестиции больше всего. Слушайте, это тоже вытекает опять же из наших законов об инвестиционной деятельности, опять же и по программе развития. Единственное, что я хочу закончить, Слава Георгиевич, если позволите, я часто это произношу. И последнее интервью «Спутнику» там будет опубликовано, как положительный пример, и в России тоже это заявляю. Все-таки научное сообщество Абхазии, когда вас слушает кто-нибудь, так вопрос задают, и с общественной палаты один уважаемый человек мне сказал: вы выступаете, вас никто не слышит. Я говорю, нет, не совсем так. Вот сейчас по аэропорту будет соглашение как государственное частное партнерство. Это замечательное предложение, когда все будет в руках под контролем государства, создав правовую систему, заключив контракт, и земля остается в Абхазии, все недвижимое, так будем говорить, в Абхазии. И вот здесь сегодня не могу не отметить выступление Воронова Юрия Николаевича, который во время войны выступал в Европе на международной конференции. Он это приводит в книге «В те трудные годы войны». Часто тоже ссылаемся. Все, что создано в Абхазии, как промышленные предприятия, курортные объекты и другие крупные предприятия, и здравницы в том числе, это помощью при Российской империи было все понятно, но Российской империи, потом Советского Союза, там российская сторона. Грузия здесь ничего не построила, кроме мелких каких-то кооперативных будок. И Сухумприбор даже не построила Грузия, а это построило союзное министерство, которому подчинялось как машиностроение. Я к чему это говорю? Поэтому, когда я вот так выступил, интервью послушал, это я не могу вам не сказать. Руслан Кабба у нас есть очень известный поэт, писатель, критик. Он мне позвонил и говорит: спасибо тебе, что ты это сказал. Я издал еще в 2011 году, говорит, книгу. Там написано, вот о чем я только что говорю, там Смецкого, и там Эльденбургский и так далее, Гагарский, все у нас, я это пишу там. Но это пишет, но мало кто читает у нас, к сожалению, мало нас кто слушает, тоже скажу прямо. Вот мы говорили здесь, чтобы надо, чтобы уважаемые люди выступали, я слушаю, вот, выступают с разных сел Абхазии, про наши традиции и так далее, и так далее. А другие люди пишут в интернете, выступают, я абхазское телевидение давно не смотрю. И он будет только своей головой, что думает, и вот так и будет воспитывать своих детей. Поэтому я считаю, что наши разговоры очень полезные, но вот этим телевидением до людей не доходит. Я тоже так же и заявил в последнее время, вы дали поручение, Слава Георгиевич, своим министрам. У вас был отличный проект, который я защищал в парламенте вместе с вашим представителем, в парламенте вашим начальником управления правового Ломья Нателлой. Защищал как, я поддерживал и сегодня поддерживаю все крупные объекты, которые инфраструктурные, под общей шапкой это возможно создать в Абхазии, создав, вот этого предложения было